Далее смотрите брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в регионе. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом за минувшие сутки и принимаемых мерах против инфекции. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите о эпидобстановке на сегодня в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка за прошедшие сутки характеризуется по данным Управления Роспотребнадзора 313 случаями заболеваний новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, из этих случаев 102 случая заболевших ребятишек. Из 211 взрослых 97% представляют собой непривитые граждане. Необходимо обратить внимание, что сегодня в стационары республики попадают в основном непривитые граждане, течение заболеваний которых идет достаточно сложно. Сегодня в стационарах получают лечение 665 пациентов, при состоянии средней тяжести 606 человек, в тяжелом состоянии 53, из них 52 пациента являются непривитыми. Как не раз отмечал и глава Республики Саха-Якутия, оценивая текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию и, соответственно, поставя задачи, на настоящий момент основные заболевшие – это те граждане, которые либо были непривитыми, либо же не прошли вовремя соответствующую ревакцинацию. На ежедневном контроле остаются такие муниципальные образования, как город Якутск, Хангаласский, Мегино-Кангаласский, горные районы. Оперативным штабам этих районов поставлена задача о введении ряда ограничительных мер, которые, соответственно, должны приниматься на уровне муниципальных образований. Как вы знаете, вчера было принято решение, по которому с сегодняшнего дня в городе Якутске введен непосредственно режим дистанционного обучения для определенной категории детей. Точно у нас на настоящий момент должны обучаться лишь только ребятишки, которые являются школьниками выпускных классов. Необходимо обратить внимание, что в школах усиливается правило по эпидсезону, по эпидтребованиям, и, соответственно, устанавливаются правила ношения масок для детей, которые являются школьниками, а именно, которые у нас приходят на учебу очно. Первым компонентом у нас привито на настоящий момент 76% взрослого населения. Но нужно обратить внимание, что сложившаяся ситуация в том числе и, в общем-то, дает возможность нам еще раз подумать о необходимости вакцинации как единственного способа, соответственно, разрешения ситуации по собственному здоровью. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, обращаюсь к руководителям учреждений и организаций, сложившаяся ситуация в динамике распространения новой коронавирусной инфекции говорит о необходимости строгого соблюдения норм санитарно-эпидемиологического контроля на предприятиях. Одной из форм таких норм является, прежде всего, уменьшение количества и, соответственно, разобщение коллективов. В связи с чем рекомендуем непосредственно направлять для органов государственной власти, органов местного самоуправления правило является обязательным. 50% коллектива на удаленный режим работы. Необходимо обратить внимание, что это же правило мы рекомендуем и для организаций, которые не являются организациями, в которых учредителями являются органы государственной власти или органы местного самоуправления. Обязательной, соответственно, самоизоляции, обязательно удаленная работа должна быть у лиц, которые старше 60 лет, которые не вакцинированы. Обязательная изоляция должна быть у лиц, которые не вакцинированы по причине медицинского отвода, и они имеют хронические заболевания. И необходимо обратить внимание, что в связи с тем, что, соответственно, дети у нас на настоящий момент находятся на режиме дистанционного обучения, а в целях в том числе и контроля за детьми и соблюдениями правил, которые есть, рекомендуется работодателям отправлять на удаленную работу прежде всего одного из членов семьи, который, соответственно, в семье, в которых есть школьники, находящиеся на удаленном режиме, которые находятся на дистанционном обучении.
Вот те меры, которые принимаются, ну и, соответственно, по каждому улусу ряд мер принимается. Вчера у нас, значит, безусловно, было одно из высоких показателей по количеству звонков на коллективные центры, соответственно, колл-центры наших поликлиник. Через некоторое время, кроме поликлиники 3, все поликлиники сегодня в тестовом режиме будут переходить на номер 122. По нему будет осуществляться, отвечаться на все вопросы в целом по коронавирусной инфекции. Ну и, соответственно, значит, отрабатывались все вызовы, которые поступили вчера, несмотря на определенного рода сложности небольшого характера. Они все обработаны сегодня за ночь. И с сегодняшнего дня наши поликлиники переходят на круглосуточный режим работы. Спасибо, Ольга Валерьевна. Это был брифинг по эпидобстановке в Якутии. Ну а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. Утро в Ленской районной администрации начинается традиционно заседание оперативного штаба. Создан он был 2 года назад с началом пандемии. В его состав входят представители различных структур. Их задачей не допустить распространения новой коронавирусной инфекции в Ленском районе. На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Ленском районе стабильная. С этих слов начал свое выступление главный санитарный врач Андрей Беляев. За выходные дни выявлено 3 новых случая заражения ковид. В общей сложности по району заболевших 23 человека. Вакцинировано против ковида второй вакцины 21 468, что составляет 98% от плана. И 78% от общего числа взрослого населения, это 27 444. Самым важным, по словам Андрея Беляева, остается вакцинация. В районе порядка 6 тысяч человек остаются непривитыми. Они первыми примут на себя новый штамм коронавируса омикрон. Поэтому пока остаются считанные дни до новой волны пандемии, у многих есть возможность пройти вакцинацию. В любом случае переболеют все, но каждый из нас сам решает, в какой степени тяжести будет протекать заболевание. Сегодня все структуры Ленского района готовятся к новой волне коронавируса. Основная нагрузка ляжет, конечно, на здравоохранение. Увеличим количество бригад скорой помощи. Запас медикаментов у нас есть. Тест-система у нас пока для диагностики есть. На очередном заседании оперштаба было принято решение о переводе дополнительного образования из спортивных секций на дистанционное обучение. Административной комиссии было поручено дальнейшее проведение рейдов по соблюдению масочного режима. Решить несколько более глобальных вопросов предстоит и самой районной администрации. Первоначально это расширение коечного фонда. Центральная районная больница, они просматривают свои ресурсы, как можно увеличить коечный фонд, просматривается перспектива увеличения коечного фонда в Витиме, организации коечного фонда в Пеледуе. Центральная районная больница сейчас еще занята очень такой серьезной проблемой, это организация колл-центра, в котором могут получить всю необходимую информацию любой житель, который имеет вопросы, что касается штамма омикрон. Оперштаб призывает жителей района соблюдать все меры осторожности. Носить маски, соблюдать дистанцию, при появлении симптомов ОРВИ оставаться дома, вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться. Ведь только так мы можем обезопасить себя и своих близких от нового и пока неизвестного штамма. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. На углубленную диспансеризацию перенесших ковид в этом году из федерального бюджета выделят 8 миллиардов рублей. Такая диагностика началась в июле прошлого года и входит в программу гарантии бесплатной медицинской помощи. Углубленную диспансеризацию проходят граждане, заболевшие ковидом после 2 месяцев. Сначала фельдшеры берут биохимические анализы и измеряют сатурацию. Далее пациент проходит тест 6-минутной ходьбой. Все это входит в первый этап. На втором этапе включены эхокардиография, компьютерная томография легких. В Якутии с июля прошлого года углубленную диспансеризацию прошли более 31 тысяч человек, заболевших ковидом. После болезни COVID-19 это в первую очередь, конечно, у всех разные бывает. Гипертоническая болезнь, то есть повышение давления, болезнь сердца, кожные высыпания, утомляемость, слабость. Углубленная диспансеризация проходит 2 этапа. Первый этап входит, общий анализ крови, биохимический анализ и дедимер. Входит туда же спирометрия, спирография, также тестирование, 6-минутная ходьба.
В Нерюнгри прошли общественные слушания, запланированные еще в ноябре прошлого года. Был рассмотрен ряд вопросов, касающихся изменения назначения земельных участков, на которых будут производиться иные работы. В частности, это 2 участка, предназначенные для застройки многоквартирных многоэтажных домов, на которых теперь будут располагаться офис старательской артели и предприятия по ремонту и монтажу индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных домов. Наиболее значимым вопросом стало принятие дизайн-кодов всего города. Это начиная от стилизованных остановок, именно такие остановки, а не другие какие-то будут ставиться. Это именно такие будут скамейки устанавливаться или такие урны, там, расцветка домов города, размещение и порядок, размер рекламной продукции. Когда мы что-то будем новое делать или переделать старое, или заменять старое, то мы будем действовать именно по этому. Торжественное мероприятие объединило 50 самых ярких, творческих и активных учащихся Вилюйска. В этот день победители и призеры Олимпиад, спортсмены, отличники и хорошисты учебы получили слова благодарности, поздравления, памятные знаки и новогодние подарки от администрации города. Прошедший год, хоть был и трудным, принес много успехов и в учебе, и в спорте. Так, в школах с целью создания новых возможностей для профориентации и освоения школьниками профессиональных компетенций большое значение придается чемпионату WorldSkills, научно-техническому творчеству, развитию детско-общественного движения и прикладному искусству. К этому часу это все новости. Хорошего дня.